Svatý Otče, Святейший Отец, první den v roce proletěla celým světem šokující zpráva. в первый день года весь мир облетела шокирующая новость. Vy jste potvrdil apostatické gesto v Asízi. Вы одобрили апостатический жест в Ассизи. Chcete ho zopakovat a kanonizovat. Вы намерены его повторить и канонизировать. Citujeme. Цитируем. Abychom si připomněli veliké historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek věřící všech náboženství žít vlastní náboženskou víru jako službu míru. Чтобы припомнить себе большой исторический жест моего предшественника и торжественно обновить обязательства верующих всех религий жить собственную религиозную веру как службу мира. Svatý Otče, uvědomte si, že jste se potvrzením asijského gesta postavil proti Kristu a proti jeho tajemnému tělu církvi. Святейший Отец, осознайте себя, что одобрением жестов Ассизи вы выступили против Христа и против Его мистического тела, Церкви. Toto takzvané velké historické gesto je totální zradou křesťanství. Этот так называемый большой исторический жест является абсолютным предательством христианства. Zavazovat v Asisi pohany, kteří uctívají satana, žít vlastní náboženskou víru, je absurd. Обязывать в Ассизи язычников, которые почитают сатану, жить собственную веру является абсурдом. Stavět pohanské modlářství na stejnou úroveň s evangeliem je hereze maxima. Ставить языческое идолопоклонство на один уровень с Евангелием является ересью Максима. Evangelium a celá misijní tradice církve je tím popřena. Евангелие и целая миссийная традиция церкви этим отрицается. Svatý Otče, Petr 3krát zapřel Krista, ale ještě té noci konal pokání. Святейший Отец, Петр трижды отрекся Христа, но в ту же ночь делал покаяние. Vy jste vyhlásil veřejnou herezi. Вы сказали явную ересь. Učinil jste konkrétní termín blahořečení apostaty. Назначили конкретный термин беатификации апостата. Sám jste se rozhodl udělat gesto apostaze a to svou účastí v Asízi. Вы сами решили сделать жест апостазии, то есть своим участием в Ассизе. Náš biskupský synod vás za poslední 2 roky mnohokrát naléhavě vyzýval, abyste započal reformu církve. Наш епископский синод на протяжении 2 последних лет настойчиво и неоднократно призвал вас, чтобы вы начали реформу церкви. Zdůrazňovali jsme vám, že reforma nemůže začít bez veřejného pokání za apostatické gesto Jana Pavla II. V Asízi. Мы подчеркивали вам, что реформа не может начаться без публичного покаяния за апостатический жест Ивана Павла II в Ассизи. Paradoxem je, že začátkem tohoto roku jste učinil pravý opak. Парадоксом есть, что в начале этого года вы сделали полностью противоположное. Vyhlásil jste termín blahořečení apostatického papeže na 1.5. tohoto roku. Вы назначили термин беатификации папы апостата, а это уже 1 мая текущего года. Den,
kdy blahořečíte apostatu, se stane dnem, kdy tím sám sebe vyloučíte z tajemného těla Kristova. День, когда вы провозгласите апостата блаженным, станет днем, когда этим вы сами себя выключите с мистического тела Христова. Dle Galatianům 1:8-9 na vás dopadne boží anatema prokletí. Согласно посланию к Галатам 1:8-9, на вас ляжет Божья анафема, проклятие. Pokud se pak v Asisi sjednotíte s duchem Antikrista, stanete se hrobařem církve. Если потом в Ассизе вы воссоединитесь с духом Антихриста, то станете гробовщиком церкви. Papež Honorius I. byl 20 let po smrti exkomunikován z církve jen za to, že mlčel k herezi. Папа Гонорий I 20 лет после своей смерти был экскоммуницирован из церкви только за то, что молчал на ереси. Vy stejně jako Jan Pavel II. Mlčíte k herezím. Но вы, как и Иван Павлов II, не только молчите на ереси. Rovněž děláte velké historicko-heretické gesto. Вы также делаете большой исторический, еретический жест. Pokud nebudete konat pokání, budete mít zodpovědnost za sebezničení katolické církve. Если же вы не будете каяться, будете иметь ответственность за саморазрушение католической церкви. Svatý Otče, vzpamatujte se a čiňte pokání. Святейший Отец, опомнитесь и делайте покаяние. V čem? Как именно? Za prvé, zrušte plánované setkání v Asizi a učiňte pravý opak. Во-первых, упраздните запланированную встречу в Ассизе и сделайте противоположное. Opakem je veřejné pokání za heretické gesto Jana Pavla II. Противоположным является публичное покаяние за еретический жест Ивана Павла II. Za druhé, zrušte beatifikaci Jana Pavla II. Во-вторых, упраздните беатификацию Ивана Павла II. Za třetí, odvolejte apostatické kardinály a biskupy. В-третьих, отзовите апостатических кардиналов и епископов. Vysvěťte pravověrné biskupy k vnitřní obnově církve. Посвятите правоверных епископов для внутренней реформы церкви. Toto po vás chce krvácející církev. Этого от вас хочет кровавящая церковь. Toto po vás chce nejvyšší pastýř církve, sám Ježíš Kristus. Этого от вас хочет наивысший пастырь церкви, сам Иисус Христос. Z tohoto prorockého slova budete před ním brzy skládat účty. С этого пророческого слова вы вскоре будете перед ним давать отчет. Svatý Otče, modlí se za vás 7 biskupů ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve. Святейший Отец, молятся за вас 7 епископов Синода Украинской правоверной греко-католической церкви.